Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире продолжение программы «Быстрее, выше, сильнее». Итак, уже завтра начинаются 6-е международные игры «Дети Азии». И у нас возник вопрос, где помимо наших каналов, а также спортивных площадок нашей столицы, возможно будет наблюдать за всем происходящим в эти дни. На эти вопросы ответят сегодняшние наши гости. Итак, знакомьтесь, первый заместитель генерального директора национальной вещательной компании «Саха» Олег Марков. И продюсер телеканала Матч ТВ Дмитрий Ястребов. Добрый вечер. Здравствуйте. Олег, первый вопрос. Давай я задам. Ясно. Олег, вот компания НВК наша, да, как готова к трансляции? На сегодняшний день я хочу сказать, что мы готовы. Для нас игры «Дети Азии» уже начались с этим эфиром, кстати, с чем вас я поздравляю. Ой, Самое спасибо. главное, с хорошим настроением начать. Ну и я очень надеюсь, что мы с таким же настроением закончим эти соревнования. Сегодня 298 сотрудников НВК «Саха» готовы работать на играх. Завтра с утра начинается соревнование. Ну и мы полностью готовы транслировать на 2 недели расписание игр на телеканалах НВК «Саха», «Саха-24», на телеканале «Мамонт» уже программа уже сделана, мы готовы. В общем, будет у нас кросс-программирование, дорогие телезрители. То есть у нас 2 канала, и на 2 каналах у кого-то показывает НВК «Саха», у кого-то «Саха-24», поэтому на этих каналах будут разные соревнования идти параллельно. То есть, если, например, по НВК «Саха» идет вольная борьба, то по «Саха-24» параллельно может идти художественная гимнастика. Мы об этом обязательно будем сообщать наших телезрителей путем анонсов и так далее. Да? Ну и каждое утро мы будем встречать наших телезрителей утренней программы «Новый день», где тоже будем рассказывать о ходе игр «Дети Азии». Утром, днем, вечером смотрите трансляции прямые и в записи со стадиона и со всех остальных объектов. Ну и каждый вечер будет вечер с вами, итоговые дневники, которые, я очень надеюсь, что они будут самыми главными, потому что не все смогут в течение дня смотреть соревнования. Ну и самое хорошее, что вы каждый вечер должны дарить нашим телезрителям хорошее настроение. Так что мы готовы, и ни пуха, ни пера нам. Ой, Черт. да, нам черт. Дмитрий, вы не впервые приезжаете к нам в Якутию. Расскажите, пожалуйста, что нового будет в транслировании в этом году? Ой, хороший вопрос, что нового будет в этом году. Наверное, надо отметить просто, что 4 года назад практически бригада из 100 человек приезжала в Якутск для организации трансляций. В этом же году на 6-х играх практически я один приехал из Москвы, да, для помощи в организации трансляции. Практически все с нуля делает НВК «Саха». И надо просто хотел бы отметить, что рост и технической базы НВК «Саха», и людского ресурса с точки зрения выполнения творческих планов, он просто, на мой взгляд, феноменальный. А на каких каналах и в какое время россияне, которые живут в России, там в центре, да, смогут посмотреть соревнования? И вот в какое время и как это все будет, на ваш? Планируется помимо освещения трансляций в прямом эфире, да, планируется еще и информационное освещение. На телеканале «Матч» планируется в рамках выхода новостей на федеральном канале планируются в том числе сюжеты о подготовке, о спортивных состязаниях, о голах, очках, секундах и так далее. Кроме этого, опять же, зрители на федеральном канале смогут посмотреть те самые дневники, которые вы будете готовить, и которые увидят зрители НВК «Саха». Кроме этого, то же самое, помимо информационное освещение и дневники будут доступны на тематических каналах «Наш спорт» и на тематическом канале «Матч Планета», который распространяется за рубежом, в странах СНГ, Грузия, Украина, и так далее, там длинный список. Дмитрий, Да. перебьем, время вообще ограничено. Вам огромное спасибо. Не за что. Спасибо просто, что нас посетили, приехали к нам и рассказали нам, как у вас будет. Ну, Олег, а мы с вами не прощаемся, ведь совсем позже, буквально в конце этого эфира, мы с вами еще раз увидимся, ведь нас ждет интервью с главой республики.